Здравствуйте, я Михайлов Егор Иванович, 1928 года рождения. Родился в Верхневилюйском районе, Кантикском наследии, Якутская АСР. Сейчас подполковника милиции в отставке, ветеран тыла, ветеран труда, если почетное звание так перечислять. Почетный ветеран Республики Саха-Якутия, почетный ветеран МВД России. Начал свою служебную деятельность с 17-летнего возраста. В милицию поступил по собственному желанию. Я хотел быть именно военным человеком и патриотом, поэтому на патриотических таких настроениях меня приняли органы милиции, органы МВД на должности инспектора инспекции исправительных трудовых работ. Вот на этой должности я работал в Верхневилюйском районе, в родном районе, 3 года. В 1951 году меня направили в Калининградское военное училище МВД СССР. И в этом училище я успешно окончил. После окончания этого учебного заведения нас передали в органы милиции. В то время была большая амнистия. Из Якутии мы были двое. Один мой товарищ был из Самгинского района, Немчина Петр Петрович. В Калининградской области тоже агитировали, чтобы мы там остались бы работать. Но мы решили поехать на родину, в Якутию. Меня назначили инструктором политчасти по городу Якутску, в городском отделе милиции. Ну, я здесь работал. И в 1959 году меня направили в город Мирный, организовать дивизион по охране объектов алмазодобывающей промышленности. Первое время было очень трудно работать. В алмазной промышленности в то время режим отношения с охранностью алмазов был очень слабый. Возникал вопрос о том, что это охрана снаружи и охрана внутри цехов обогатительных фабрик. Наконец спустили в 1959 году работать именно обогатительной фабрикой номер 1. Эта фабрика полностью не был достроен, только в некоторых местах были закрыты только фанерами. Недостроенный был объект. Но алмазы надо было давать стране. Никакой инструкции не было, как именно охранять. Но мы решили, офицерский состав сами составили инструкцию по охране этих объектов и по всем постам, где должны были милиционеры выполнять свои обязанности. Потом меня направили в высшую школу МВД. Я тогда был в чине старшего лейтенанта милиции и поступил учиться в это высшее учебное заведение. Успешно закончил это в Москве. И мне присвоили звание майора милиции по окончании этой школы. После этого направили в город Верхневилюйск. Два района были тогда объединены. Это 1964-1967 года. Работал начальником этого объединенного отдела. Работников было очень мало. Всю милицейскую работу выполняли. Был такой порядок в борьбе с пьянством, алкоголизмом, в борьбе с хулиганством. Объявил собрание, общее собрание районного центра. Там конкретный был разговор. Когда они прекратят эти безобразия, когда они будут жить честно и так далее. И вот конкретно каждому вот здесь разговор открытый был. И поэтому общественный порядок был налажен. И нарушителей общественного порядка стало единичными.
и преступление сократилось. Потом меня отправили начальником отдела Министерства охраны в город Мирный. Второй раз. Мы с большим удовольствием приехали со семьей, потому что мы до этого там создали свою семью. У меня 3 дочерей. Все они сейчас имеют высшее образование. А жена Михайлова Мария Федоровна, она была работницей связи. Ну, в связи она работала радисткой в Якутии, Якут-Алмазе. А потом она перешла работать в милицию, тоже по охране объектов алмаздобывающей промышленности. Поэтому она считается тоже ветераном МВД. Скоро будет, но через год, 60 лет, как мы живем вместе. А я хотел быть военным. Но вот военная служба, я тоже считаю милицией. Считал, что люди в форме – это патриоты. Поэтому с детства я хотел быть именно полезным человеком для общества, патриотом своей страны. Конечно, я очень доволен и горжусь о том, что я работал здесь, в милиции. И после ухода на пенсию я не расстаюсь с милицией. Работаю в ветеранской организации, именно помогаю в этой работе, чтобы поднять авторитет органов внутренних дел. Милицейская работа трудная, но с другой стороны, если так подумать, это почетно. Именно соблюсти правопорядок, законность. Конечно, года идут так быстро. Незаметно как-то я вот до 90 лет жил, работал, и хочется, и молодым желаю, чтобы они работали бы еще лучше.